Отрицательно. Я считаю, что все равно мы должны поддерживать свою культуру, свой народ, и мы должны выходить замуж за своих, жениться на своих. Отрицательно, потому что, не знаю, мы должны создавать семьи крымско-татарские, продлевать свой род. Я не против другой национальности, но я считаю, что когда начинается смешение культур, теряется язык, теряется культура. Нам не нужны такие браки. Для нашего народа желательно, конечно, браки должны быть именно со своего народа. Я знаю очень много семей, смешанных семей, где есть дети, которые настоящие патриоты и потрясающие люди совершенно. Они крутые, поэтому я не могу однозначно ответить на этот вопрос, но, конечно, хотелось бы, чтобы смешанных браков было меньше и были монобраки, потому что нас не так уж много, чтобы вот так вот рассеиваться. Особенно в последнее время я все-таки сторонница того, чтобы в семьях сильно, я бы сказала, такое, обращали внимание на знание родного языка, знание своей национальной культуры. Я обратила внимание, не хочу никого обидеть, конечно, но в семье, где мама не крымская татарка, как правило, дети уже не разговаривают на родном языке. То есть вот анаснен айталарда, анаснен ашлана, анаветанга севга. Негативно, потому что народ должен быть единым. Мы не должны смешиваться с другими нациями и тем более другими религиями. Я бы хотел, чтобы таких браков было как можно меньше, потому что нас мало, мы как бы считаемся малочисленным народом, и хотелось бы, чтобы наши корни были крепкими и сильными. Конечно, где-то внутренне я считаю, что настоящий крымский татарин найдет всегда красивую крымско-татарскую девушку, а крымско-татарская девушка всегда остановит свой взгляд и свое сердце на крымско-татарском парне. Хотя здесь какого-то жесткого правила, наверное, нет, потому что я знаю много замечательных семей, где люди проникают культурно в культуры друг друга и обогащают и наш народ, и свои семьи. И вот если таких примеров будет много, я думаю, такие вопросы даже не будут у нас возникать.